Всем привет, друзья! Сегодня у нас видео вот такое. Видео, я сижу на берегу речки, и что вы думаете, делаю я? Я учусь летать. Приехал ко мне товарищ, привез такую штучку, квадрокоптер называется, и учусь летать. Вот он предоставил мне такую возможность, за что ему большое спасибо. Мне очень интересно. Вот. Сейчас меня снимает в данном случае дрон. Дрон снимает. Я не знаю даже, как там буду монтировать, и только после этого увижу. Вот. Потом мне еще дадут порулить этим дроном. И буду решать вопрос, нужен мне этот дрон или не нужен. Во всяком случае, для меня это будет что-то новое, что-то интересное, возможность расширить свой кругозор полетов, так сказать, буду. Вот, например, я сижу, да, и могу посмотреть там, на тот берег перейти. Всем доброго дня, друзья! Видите, я сегодня на природе. У меня сегодня задача не кататься, а летать. Ко мне приехал, скажем, что уже друг, хороший знакомый очень. Познакомились. Сергей. Отчество, к сожалению, не знаю. Зачем отчество? Сергей. Тоже зовут Сергеем. С соседнего района, с Учкулома. И у него вот такой аппарат есть. Он снимает, кстати, ролики тоже вот на этом аппарате про землю комы, деревни и села комы. Очень интересный канал у него есть. Называется Air Reporter. Или как? Правильно? Так? Нет, Сергей. Да, Air Reporter. Да, Air Reporter. Воздушный репортер, вот. Я все думал, что это значит. Вот такой аппарат у него. И он приехал в гости. И, чтобы я вот попробовал вот этот аппарат, полетал, посмотрел. Как получится, правда, не знаю. Но в любом случае, Сергей, посмотреть-то мне удастся, да? Посмотреть через очки, вот эти виртуальные очки. Шлем виртуальный, с виртуальными очками, да? Вот, да? Да, фирмы DJI. DJI или DJI. И это. В любом случае, посмотреть-то мне получится вид сверху.
Так, вот такой аппарат там. Сейчас. А может даже и потом заражусь этой болезнью. Вообще-то так бы заражен слегка уже. Очень хочется попробовать. Задумано так, да? Да, задумано. И ну, это тоже штука, наверное, не просто так, не 100 рублей стоит. И надо этому серьезно отнестись. Ну, сейчас предполетная подготовка у нас, а потом уже включимся уже позже. Мне бы интересно заснять, как он поднимается. Сейчас заснимешь. Все очень просто. Ну что, ключ на старт, как говорится. Да. Вот это. Вот винты, да. Вон такой аппарат у нас поднялся в небо. И он сейчас сразу снимает уже или что ли? Да. Вот такой аппарат крутится. Я снимаю, и он меня, наверное, снимает. О. Надо будет этот аппарат сегодня тоже мне попробовать. Как там и что. Во. Привет, привет! Вот, я с камерой вот так снимаю. Кто-то спрашивал, как я снимаю. Вот так. Вот так выглядит порт. Вот так общий план. Там вон рулевой. Очки одел. Ой. Вот очки виртуальный одел. Так управлять вообще совсем, говорит, другое. Не смартфоном как. Вот так. Вот так и снимаю. Снимаю на эту камеру. Да? Полетели. Как говорится. Аппарат интересный, конечно. Видите, я справа там остался. Все, полетели. Речка. И вперед. Я вот... А сейчас камера тоже поворачивает, если я поворачиваю, да? Нет, включите на. Мне только управляет, да? А не, а поворачивает, да? Нет, я поворачиваю. Ну, вот я, например, вот так веду. Нет, это я поворачиваю. Да? Я поворачиваю, да что? А, да. Вот сейчас, да. А всякие бы тебе говорили, колешь ты? Так, ну что, видно? Пересветка забыл, абы юг видно. И- Лымба видно, да? Да. Чуть-чуть влево можно и до Лымвы. Потом сейчас поднимемся вот до Лымвы. Во. Вот, Лымва такая. Это устье реки там осталось слева. Ну, вот речка такая поднимается до деревни. Деревня была такая Лымва. И кругом вон тайга там поднимается 50 километров. Чистая речка. А мы ке, это yani şimdi muca şimdi или мы нам şimdi абу лушидым это Коло умыть, очень. вон избушка там, это сенокосная избушка. Видишь, что интернет? Высота подкедле, дальность отсюда подкедле. Да, Приборы. так, с левой стороны давай. Да, но это на камере это не видно, ну то есть на изображении не будет видно. Ну, Сейчас ты видишь как бы. сейчас я вижу вот время полета вижу, показывает. Дальность 400 с лишним метров уже. А вот это скорость, что ли, 7 метров там, 6 секунду, да? Да. Цифру говоришь. Нет, это самое снизу, 107 метров, это что, высота? Да. Высота. Ну, ты сейчас ближе слетаем еще. Да.
Вот озеро с левой стороны. С левой стороны озера, да? Я вот тут на смартфоне не очень вижу. Да, озеро такое маленькое. Тут очень много озер таких. Вон снижаемся, вот 70 метров уже. Да? Видишь, да? Да. Высоту показывает. Да. 47, 40, да. 44. Ну вот, сверху показывает 9 метров, 7 метров в секунду, а снизу какой-то ВС 0,0 метров в секунду. А это скорость подъема, скорость А, это самое. ну. А, вот село вдалеке уже. Ну, в принципе, мы недалеко от села. Да. А вы будете югу или вы будете пенали? Нормально, если бы вот еще это. А ты сейчас камеру вниз направлена камера, да? Ну да. Можно, ну как ниже чуть-чуть. Видишь, горизонт просто видно? Да, Вот может. вот мы там где-то. А где мы? Ну-ка, давай посмотрим, где мы. А мы же на Нившере. На другом берегу, да? Блин, мы уже настолько уехали. А, машина, вон. Ну, дальность 600 метров еще от нас. Ничего себе. Тут это... Вот такие возможности. Вот это уже само устье реки, да? Да, это устье реки, да. Вообще. Красота, да. И с каждой минутой, друзья, как бы мне этот аппарат нужен. Больше нужен. А реально, вот смотри, я бы сюда приехал, да? Тоже сел так. Но без помощника, к сожалению, не смогу, наверное, уже-то вот очко есть. Да что да. Ну, в любом случае, помощник найдется. Там Маша, на крайний случай, давай. Конечно. Взял так, полетал, поснимал. Вообще четко. Да. Где там мы? Левее. Еще левее. Да, вот. Да. Да. Вот получается, вот речка такая. Сейчас это, по речке будем. У меня же это, как в самолете, когда снижается резко. Но ощущение вообще реального полета. Вот я сижу в очках виртуальных, и ощущение реального полета. Вообще четко. Вообще. А тут еще и ниже можно или нет? Все 7 метров. А это уже низко, 7 метров. Вот ниже еще сделаем. Чтоб щука не схватила нас. Ничего себе. Ничего себе. Вот это да. Вот это, друзья, класс. Но этой аппаратурой управлять сразу это опасно. Это... Напоминаю, кто смотрит это видео, я просто сейчас сижу как этот второй пилот. Второй пилот болтун. Это, даже вот так делаю. На поворотах. Да? Вообще. Но ты говоришь, что изображение вот почему-то тоже меняется. Вот я сейчас наклоняю, наклонилась. А на съемка тоже наклонится вот так, если наклонишь? Нет. Нет, да? Это только у меня сейчас, да? Ну, конечно, потому что ты же это самое, голову наклоняешь вместе с очками. Вот здесь Умка бегает вот это поле постоянно. Да, это здоровье. Лым-Тыды уже показывал там. Там озеро Лым-Ты. Вдалеке вон село, церковь видна. Вот здесь прошлый год, когда вообще не гуляли, постоянно Умка прижималась ко мне. Это озеро уже, да? Да, не, это не то озеро. Не то озеро. Да, это другое. Ну тут каскад озер таких. Да. Даже не тыкало, это не старица. Вот
здесь я вот гулял-то прошлый год. Там Умка прижималась в одном месте постоянно. Оказывается, блин, там медведь ходил. Выкопался, да? Ой, хороший аппарат. Ну, всё нормально. И вообще четко. Вот эта дорога от села идущая, потом по этой дороге-то я и езжу. Сейчас уже в ухо звук слышен. Близко подошел. Себя видишь, нет? О, сижу. Сижу на телеге. Обманываю это воображение. Классная штука, друзья, но я вот очень бы, хотел вот так научиться этим пользоваться, конечно. Прям вот. Где там я? Сейчас я махну. О, здесь я. Аппарат такой. Ириска. Ну и краски сочные камеры. Я не знаю, как так же будет показывать Так или будет, нет, да. но вообще сочные краски. Будет так же показывать. Сейчас делаю. Вообще четко. Так, время полета у нас 15:52, да? Да. Где тут показывает разряд, если там... Разряд показывает так, 39 у меня. 39, а минималка какая? Ну, сейчас он у меня 26 будет кричать, потому что у меня просто настройка. И потом оно сам прилетит или Нет, я обычно это ручной? 26 поставлено, то есть я чтобы успел прилететь. А, Пока совсем не сядет. Деревня село. не вижу я чего. Правее, да, вот. Вот село, это только участок Нипе. Это называется вот Нипе. Здорово, вот помнишь, я тебе рассказывал, что мне давали участок, вот здесь вот давали, возле реки. Возле речки, да? Да. Ну тут затопляет. Уже давали, где именно затопляет, больше здесь не было, тут все выбрано уже. И я потом остался на своей территории там. 125 метров высота. Да. А вот это уже озеро наше, где мостик наш. С левой стороны. 150, 170, 160. Да. Вон поля. И кругом тайга, друзья. Кругом тайга. И в основном вот Сергей снимает, и я смотрю там видео у него тоже села такие. И кругом тайга. Море тайги прям. Синеватая такая тайга. Да. Там вот лодка плывет, да? Я не вижу здесь вообще ничего. Если прямо вот лодка и пристала, наверное. Сейчас 28 осталось вот эта самая зарядка. Сколько мы там летаем, видишь? 18:21. Просто чтобы не мучаться, просто кнопку вон нажимаю, возврат домой. Летим домой. И летим домой, да? Да. И можно расслабиться, он сейчас прилетит. Ага. И сядет на то место, откуда взлетал. Ну пока стоит. Приземляемся. А он здесь уже, что ли? Он уже над нами. Внимание. Низкий заряд батареи. Вот все 26. Видишь, у меня. Ну и тут загорелось красненьким. М. Ну что, друзья, короче, доверили мне руль дорогой техники. Если что-нибудь не так, извиняйте. Он камеру еще вот как поднимается, тоже поснимает. Так. А я забыл, как поднимается. Так, это. Вот это вот нажми, вот. А, да, точно. Еще. Раз. Так, движок. Потом появится движок. Сейчас. Раз. Ага. Во. Ой. Стик пока Ой. не трогай. Стики пока не трогай.
Просто движок этот направо. Так, сейчас. Ага. Система к взлету готова. Все, друзья, аппарат поднялся. Но он у меня сейчас снимает. И, короче... Камеру включи. Да. Опа. Ага. Все. А это камера... Чья камера? Микельсон? О, ну вот сейчас снимает точно. Так, ну что, полетели. Сначала поднимаемся вверх. Осторожно, плавненько. О. Теперь чуть-чуть назад, чтобы объем дал. Общий вид. Вот. Вот сейчас, думаю, уже камера берет уже. Горизонт берет меня. Тут надо очень осторожно, потому что техника не кукры-мукры. Главное, еще чтобы батарейку не это самое. Не проморгать. Все, полетели. Полетели. Можем повыше чуть-чуть подняться, да? Одновременно можно же и вперед лететь и подниматься, да? Можно. О, все. Так смотришь, как будто падает. Вот так, друзья. Как настоящий этот репортер, аир-репортер. Так, сейчас. Развернемся. И сюда. Вот. Летим. Я не знаю, сейчас он как вот показывает, там речку, наверное, показывает. Я вот снимаю, а сейчас речку, наверное, показывает. Просто его в небе... Речку надо ниже опустить камеру. Сейчас я опущу. Ну-ка, давай. Давай. Сейчас я отвлекусь. Тут колесико вот здесь вот. И где вот, ты? вот смотри, вот. Видишь, у тебя же есть изображение. Я опять не это самое вот не смотри. смотрел. Вот, Вот, да. Теперь речку видно. Вот сейчас речка видна, да. Сейчас. Полетели вперед туда. Границу берега не будем переходить. Но сейчас это все визуально пока я, потому что учусь. Шлем пока не надеваю. Вот там с той стороны село. О, видно на камеру, да, село. У меня плавности пока еще 0, конечно. Вот в этой стороне село, да. Это Янин. Вайду шляпа штанцы записал. Вот, друзья, я уже одел виртуальные очки. Сейчас попытаюсь полетать. Так, высота 18 метров. Сейчас повыше, чтобы это. Сейчас поднимусь. Развернусь. В сторону речки боюсь я лететь. Я уже в виртуальных очках. Это я как будто вот я сам. И вот у меня там мостик где-то, да? Да, на горизонте там уже мостик виден. Вот где озеро синеватое. Там с правой стороны у меня мостик, друзья, на котором я рыбачу. И хочу вам сказать, что я все время показываю вот это озеро обычно или с дороги, или с мостика. А сегодня у меня выдалась возможность показать красоту этого места с высоты птичьего полета. Очень красиво. Вот в таком месте я живу.
Это недалеко от села, не доступности, даже на коляске. Вот такая красота. На этой стороне озера мы с вами еще не были, потому что, видите, с правой стороны какой берег. Левый берег это тот, я туда не перейду, а с правой стороны очень, не подъехать ни на коляске, и только рыбачить вот на мостике. И я еще вам вот такие места не показывал. Смотрите, какой лес. На сотни верст тайга. Тайга. Вот такие озера. Небо голубое, озера. Лес такой смешанный. Елка, сосна. Ну тут в основном сосна, конечно. Поблизости села нельзя рубить, он сохранился. Видите, какой он красивый стоит, стеной. Развернулись мы сейчас. Потому что близко тоже к опасным деревьям подлетать. Буквально для меня вот это место очень доступно. И раньше вообще здесь рыбы очень много было. Вот мой мостик. Пролетаем мостик. Видите, слева мостик мой. Площадочка такая, где я рыбачу обычно. Вот. Красота. Я вот тоже вот удивляюсь и как бы шокирован этой красотой, потому что для меня, как и для вас, я вижу эти места вот с такого ракурса первый раз. Смотрите, как озеро, как подкова у нас получается. И вообще шикарно блестит, как бы серебром блестит. Осторожненько пролетаем. Такие кадры замечательные, друзья. Такие кадры мне посчастливилось понаблюдать, поснимать с этой аппаратурой. Вообще лечу, друзья, и как будто вот сам в этих очках виртуальных вот сидишь, как будто действительно сам летишь. Ощущение реального полета. Если, например, резко спуститься, аж дыхание перехватывает тоже. Вообще, друзья, очень красиво. Просто шикарно. А тут потом ручей вытекает из этого озера. Другое, тут потом каскад озер идет. И в результате все равно вот выход идет к речке. Вот это уже прямо по курсу вот за этой полоской леса уже наше поле, где я обычно гуляю с сумкой. Развернемся и полетели обратно. Вот вы можете убедиться, вот какой лес стоит с левой стороны. Он как стена одного роста. Вот я помню в детстве еще, вот он называется Ватты. Озеро называется Ватты, а Ды это остров. То есть вот с левой стороны это остров. И там мы игрались. Вот эти сосенки очень маленькие еще были, помню. И вот видите, вымахали. И еще продолжают расти. Очень красиво. Я думаю, тоже мои земляки, которые живут далеко, но помнят эти места, скучают по ним, вот так вот по этой красоте. Будут, если не сказать, не скажут спасибо, но все равно им будет приятно вот увидеть это все. Подлетаем к моему мостику сейчас ближе
подлечу к мостику и посмотрим там. Ну что смотреть там? Меня нету. Я далеко отсюда. Вот этот мостик, друзья. Вот. А там уже начало села и дальше идет там. Как бы вот свысока кажется, что близко все очень. Ну, на самом деле не очень-то и близко. Вот такой общий вид озера. Сейчас я вот, посмотрите, немножко на Подхову похоже вот это озеро. Вот. И вот этот остров, про который я рассказывал сейчас. А мы где-то там у речки. Вот, прямо по курсу, наверное. Сейчас уже полетим домой. Ну, как домой? На площадку сейчас я. Вот такой вид. Красивый. Ну что, друзья, вот такие пробные полеты у меня сегодня получились. Даже сам порулил, и в очках порулил, и без очков порулил, и просто полетал как пассажир. Вот. И все мне здорово понравилось. За что огромное спасибо Сергею, очень большое спасибо. Как бы раздразнил он меня, и еще хочется вот эту вещь приобрести. Я не знаю, когда получится, как получится, но я хочу, как бы, планы свою эту цель включу. Не знаю, это когда, правда, осуществится, но включу. Аппарат мне очень понравился. Это не дешевая там за копейки там детские квадрокоптеры. Это профессиональный, можно сказать, уже. Ну, сами видите, какое качество съемки. Отличное. И на этом все. Буду заканчивать, друзья, этот репортаж. Сегодня снимали двое. Сергей с канала Аир Репортер. Оставлю ссылку, кстати, на канал. Внизу будет ссылочка под видео. Переходите, смотрите очень интересные фильмы, ролики. Даже ролики, тяжело сказать. Фильмы про наши деревни и села. Коми деревни и села. Про нашу местность. Очень все ярко и красочно. И снято профессионально. Посмотрите, пожалуйста. И кому понравится, подпишитесь на его канал. А я еще раз благодарю Сергея за вот эту возможность полетать. И ощутить так. Реальное ощущение полета. Вот очки надеваешь, эти виртуальные очки, и как будто вот я сам лечу. Даже мне вниз посмотрю, да плохо становится, друзья. Вот так. Ну все, всем пока. Смотрите дальше наши фильмы. Всем пока. О, все, друзья, едем домой. Едем домой. Теперь уже вон на колесах. Хватит, полетали, налетались.